Начнем работу нашего заседания. Итоговое совещание педиатрической службы Республики Саха-Якутия. У нас сегодня проходит в таком инновационном варианте, как говорится, онлайн-трансляция. Ссылку я вам отправила районным педиатрам и членам Союза педиатров. И давайте сегодня начнем нашу работу. Значит, сразу к нам должен был сегодня прийти Владимир Ильич Чичигинаров, председатель постоянного комитета по здравоохранению и социальной защите, труду и занятости Госсобрания Илтумен, но только в последний момент у него не получилось, и поэтому мы начнем сразу работу нашего совещания. Слово для приветствия и награждения предоставляется Вере Ленишне, главному специалисту Министерства здравоохранения по педиатрии. Главный педиатр нашей республики. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Поздравляю всех нас с открытием нашего, наконец-то, итогового совещания по педиатрической службе. Данное мероприятие проводится у нас уже за несколько лет первый раз. И я надеюсь, что это мероприятие у нас будет ежегодным, традиционным. И желаю всем нам плодотворной и результативной работы в рамках данного совещания. В своем послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что в основе лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Сегодня у нас в России проживает более 140 миллионов человек, но мы вступили в сложный демографический период. Это объясняется тем, что семьи сейчас создают те малочисленные поколения 90-х годов. И рождаемость у нас вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода. Но, тем не менее, благодаря предпринятым мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии, даже выйти на положительный естественный прирост населения. Поэтому с каждым годом, как вы замечаете, наверное, школьного возраста детей становится все больше. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину фертильного возраста, в 2019 году составил у нас по Российской Федерации по предварительной оценке 1,5. Для сравнения, в 1999 году данный коэффициент составлял 1,1. Семьи с двумя детьми тогда были очень большой редкостью. Наша историческая с вами обязанность не только выбраться из этой демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный прирост населения. К 2024 году добиться коэффициента рождаемости до 1,7. Безусловный вклад в увеличение продолжительности жизни привносит снижение материнской и младенческой смертности. В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила по всей Российской Федерации 73 года, что на 8 лет больше по сравнению с 2000 годом. Это результат социально-экономического развития, развития массового спорта, также продвижения ценностей здорового образа жизни. И, конечно, значимый вклад здесь принадлежит всей нашей системе здравоохранения, особенности охраны материнства и детства. Уровень младенческой смертности в нашей республике достиг своего исторического минимума и составил 4,7 на 1000 живорожденных за 2019 год, а по Госкомстату за 2019 год 4,6 на 1000 живорожденных. Но мы не спешим радоваться данному показателю, так как необходимо в последующие годы удержать данный показатель на низком уровне и привести ее к дальнейшему снижению и достигнуть до 4,2 на 1000 живорожденных к 2024 году. Это является нашей основной целью и задачей реализации в рамках нашей региональной программы развития детского здравоохранения. Также президент России, он подчеркнул, что необходимо сконцентрировать особое внимание на первичное звено здравоохранения, и где сконцентрированы у нас самые чувствительные и большие проблемы. Для этого
Будет запущена в этом году программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать современным медицинским оборудованием, медицинской техникой все поликлинические подразделения медицинских организаций, районные больницы, станции скорой помощи. Вопрос подготовки и привлечения кадров – это ключевой момент для отрасли здравоохранения. Также к 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами. Конечно же, в приоритетном порядке первичное звено. Будут изменения вноситься в порядке зачисления в медицинские вузы, а также в клиническую ординатуру. Нам с вами предстоит очень большая работа, направленная на достижение поставленных задач и целей. Особое внимание нам с вами надо уделить на проведение широкомасштабной профилактики, которая выходит за отрасли нашего здравоохранения. Мы должны с вами выстроить комплексную систему от ранней диагностики до эффективного лечения, привлекая для этого науку и научные сообщества. Уважаемые коллеги, как говорится, в педиатрию приходят не случайные люди. Педиатрия является призванием. Залогом успешного решения всех наших поставленных задач, достижения индикаторов является наша с вами командная работа, вовлеченность всех медицинских работников, научных сотрудников кафедр для достижения общей благородной цели, улучшения и укрепления здоровья подрастающего поколения, сбережения человеческого капитала. Еще раз, уважаемые коллеги, поздравляю вас с открытием нашего итогового совещания. Желаю вам дальнейших творческих полетов, успехов в профессиональной деятельности. Спасибо. Спасибо. Сейчас переходим к награждениям Министерства здравоохранения. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия» награждается Петрова Инна Александровна, районный педиатр Ленской ЦРБ. Поздравляем. Повернитесь, пожалуйста, фотографируемся. Грамотой награждает Горошкова Татьяна Алексеевна, районный педиатр Алекминской ЦРБ. Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия награждается Яковлев Евгений Прокопьевич, заместитель главного врача, то есть заместитель директора по лечебной работе педиатрического центра. Почетной грамотой награждается Черкашина Ирина Михайловна, районный педиатр Мирнинской ЦРБ. Благодарственным письмом Министерства здравоохранения награждается Беленкова Елена Николаевна, районный педиатр Жиганской ЦРБ. Сидорова Евдокия Тарасовна, заведующий детской поликлиникой ГБУ РСЯ ЕГКБ номер 2. Федоров Петр Артемович, районный педиатр Нерюнгринской ЦРБ. Игнатьева Жанна Филипповна, районный педиатр Намской ЦРБ. Гречкина Надежда Владимировна, районный педиатр Усть-Майской ЦРБ. Лугинова Оксана Ивановна, заместитель главного врача по детству поликлиники номер 1 города Якутска.
Осипова Аграфена Владимировна, заведующий отделом сопровождения пациентов взрослого и детского населения Ярмиац. Кушнарева Мария Васильевна, заведующий педиатрическим отделением медицинского центра города Якутска. Савина Анастасия Дмитриевна, заведующий поликлиническим отделением, консультативно-поликлиническим отделением детской городской больницы. Мария Дмитриевна Говорова, заместитель и исполняющий обязанности главного врача детской городской больницы. А это еще кто остался? Гоголева Ирина Петровна, заведующий педиатрическим отделением поликлиники номер 1. Поздравляем всех награжденных и переходим к официальной части нашего совещания. И слово также предоставляется Вере Ильиничне. Итоги деятельности педиатрической службы Республики Саха-Якутия за 2019 год. Пожалуйста, нам слайды, презентацию. Уважаемые коллеги, мы забыли сказать про награжденных стимулированием на проезд и проживание для участия в Конгрессе педиатров город Москва. Комиссия заседала очень долго, и обсуждение было очень горячим. И выдвинули 3 кандидата, вот я называю их. Ольга Павловна Миллер, заведующая детской поликлиникой, Якутская городская больница номер 3. Ольга Павловна, пожалуйста, пройдите, вам вручат цветы. Для вручения цветов подходите, пожалуйста. Поездка на Конгресс. Дьяконова Екатерина Андреевна, районный педиатр ГБУ РСЯ, Мегино-Кангаласская центральная районная больница. И третий специалист у нас Коркина Александра Егоровна, районный педиатр ГБУ РСЯ, Чурапчинская центральная районная больница. Уважаемые коллеги, переходим к официальной части. Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему «Основные итоги деятельности педиатрической службы за 2019 год». Как в своем послании говорил Владимир Владимирович Путин, приведу такую цитату. «Важны не только и не столько разработанные государственные программы в рамках плана реализации указа. Важен посыл, данный для каждого из нас. Счастливое детство наших детей во имя будущего нашей страны». На данном слайде представлена демографическая ситуация в нашей республике. Наша республика входит в состав немногих регионов России, в котором сохраняется стабильно положительный естественный прирост населения, низкие показатели общей смертности.
Показатель рождаемости в динамике за 5 лет имеет тенденцию к снижению, но тем не менее показатель рождаемости выше среднероссийских показателей. В 2019 году коэффициент естественного прироста составил 5,4 промилле. Показатель по республике значительно выше, чем в среднем по Российской Федерации и по Дальнему Востоку. Показатель рождаемости в республике по сравнению с 2018 годом снизился на 3,6%. При этом рождаемость городского населения снизилась на 0,8% на 1000 населения, а сельского на 7,1%. Рождаемость населения в сельской местности по сравнению с городской она выше на более чем на 14%. В 2019 году превышает среднее значение по республике показатели рождаемости в городе Якутске и 19 районах. Из них наиболее высокий уровень рождаемости зарегистрирован в Оленёкском районе, Среднеколымском, Эвено-Батантайском, Жиганском и Мегино-Кангаласском районах. Среди указанных районов ежегодно максимальный уровень рождаемости сохраняется только в Оленёкском районе. Уровень рождаемости ниже среднереспубликанских значений за 2019 год в 15 районах республики. Из них самый минимальный уровень отмечается в Усьмайском районе, Верхнеколымском, Нерингринском, Алданском и Ленском районах. При этом ежегодно самый низкий уровень рождаемости все-таки сохраняется в Нерингринском районе. Суммарный коэффициент рождаемости составил за 2019 год 2,1. Количество родов, как видите на слайде, составляет 12 636 детей. По состоянию на начало 2019 года в республике зарегистрировано 264 095 детей в возрасте от 0 до 17 лет, что в доле составляет более 20% всего населения республики. Из них детей от 0 до 14 лет насчитывается 226 тысяч, а подростков от 15 до 17 лет более 38 тысяч. В сравнении с 2015 годом численность детского населения увеличилась на 5%, численность подросткового населения снижается и снижена она на 8% в сравнении с предыдущим годом. Но в сравнении с 2018 годом отмечается небольшое увеличение на 1,8%. Количество детей до года также имеет тенденцию к снижению и составило за 2019 год 13 162 ребенка, что в доле составляет 5% от всего населения республики, детского населения республики. Общая заболеваемость детей от 0 до 14 лет возросла на 4,6% и составила 2844 на 1000 детского населения. По сравнению с средними показателями по России и общая заболеваемость детей республики выше на 24%, а по Дальнему Востоку на 15,4%. В динамике произошло снижение показателя по следующим классам заболеваний. Это болезни глаз, болезни мочеполовой системы, болезни кожи, травмы, отравления, болезни системы кровообращения. Одновременно выросла распространенность среди детей следующих классов болезней. Это инфекционные болезни, психические расстройства на 12,5%, врожденные аномалии, болезни крови, кроветворных органов, болезни костно-мышечной системы, болезни органов пищеварения, болезни нервной системы, органов дыхания и новообразования на 0,8%. У детей республики чаще, чем в Российской Федерации, регистрируются такие заболевания, как болезни органов пищеварения на 48%, болезни органов дыхания на 47%, новообразование на 22%, болезни нервной системы на 22% и болезни кожи. По сравнению с данными по Дальневосточно-федеральному округу, у детей республики выше распространенность следующих заболеваний: болезни нервной системы на первом месте, далее болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания и новообразования. Если в разрезе районов максимальные значения показателя общей заболеваемости детей отмечаются в Оленёкском районе, Среднеколымском, Валаиховском, Устьянском и Татецком районах, наиболее низкие показатели общей заболеваемости населения регистрируются в Верхоянском, Верхнеколымском, Верхневилюйском, Нюрбинском и Тампонском районах.
Показатель первичной заболеваемости детей от 0 до 14 лет, она увеличилась на 0,7% и составила 2343 на 1000 детского населения. По сравнению с показателями по России и по Дальнему Востоку, заболеваемость детей республики также превышает на 33 и 15% соответственно. Общая заболеваемость детей подросткового возраста имеет тенденции к росту и в 2019 году возросла на 9,2% и составила 2268 на 1000 детей подросткового возраста. Распространенность заболеваний подростков республики выше на 2% показателей по России и на 9% показателей по Дальневосточному федеральному округу. В динамике уменьшились показатели только по 4 классам. Это болезни класс, врожденные аномалии, травмы, отравления, болезни органов пищеварения. Выросла распространенность среди подросткового населения большинства классов болезней, такие как новообразование, болезни мочеполовой системы, болезни костно-мышечной, психические расстройства на 10%, болезни крови, кроветворных органов на 7%, инфекционные болезни на 5,4%, болезни системы кровообращения, эндокринной системы, болезни уха, болезни кожи на 2%, органов дыхания на 1,9%. Ну вот в ранговой, здесь на данном слайде представлена ранговая структура общей заболеваемости детей республики в течение 2019 года. На первом месте, как видите, болезни органов дыхания, далее идут болезни органов пищеварения, болезни нервной системы, глаза, и болезни кожи и подкожной клетчатки. Показатели смертности детского населения. Детская смертность детей от 0 до 17 лет, по данным медицинских организаций, по сравнению с прошлым годом, имеет тенденции к снижению на 8,2% и составила 0,5 промиллей на 1000 детского населения. В абсолютных цифрах это 144 ребенка. В сравнении с 2018 годом у нас за 2018 год умерло 173 ребенка. В структуре причин детской смертности первое место занимают внешние причины, которые составили более 38%. На втором месте перинатальные причины 18%, на третьем месте болезни органов дыхания 16%, на четвертом месте врожденные пороки развития. Среди внешних причин более 30% занимают суициды. В 2019 году у нас суицидов было 15 в абсолютных цифрах, в 2018 году у нас суицидов было зарегистрировано 20. В 2019 году в возрасте от 0 до 4 лет умер 81 ребенок. В сравнении с 2018 годом у нас умерло 97 детей. Показатель составляет 1 на 1000 детского населения. Из 81 ребенка 74% занимает младенческая смертность. В абсолютном количестве это 60 младенцев. В структуре причин детской смертности от 0 до 4 лет первое место занимают перинатальные причины, которые занимают более 30%. На втором месте заболевания органов дыхания более 25%. На третьем месте врожденные пороки развития. Смертность детей подросткового возраста на 1000 детей составила 0,7 промиллей. Это в абсолютных цифрах 28 подростков. В сравнении с 2018 годом у нас умерло 38 подростков в 2018 году. В структуре причин смертности детей подросткового возраста за 2019 год более 90% составляют несчастные случаи, внешние причины, травмы и отравления. Также по одному случаю это болезни органов кровообращения, болезни органов дыхания и пищеварения. Основным достижением за 2019 год, показателем работы службы родовспоможения, выхаживания недоношенных педиатрической службы явилось снижение показателей младенческой и детской смертности. За 2019 год показатель младенческой смертности, как я выше говорила, составила 4,7 на 1000 живорожденных. И в сравнении с 2010 годом идет снижение на более чем на 25%, в сравнении с 2018 годом на 11,3%. Мы достигли своего исторического минимума.
а по Госкомстату у нас будет 4,6 на 1000 живорожденных. Динамика младенческой смертности на данном слайде представлена за 2 года помесячная. Как видно, на данном слайде идет пик регистрации младенческой смертности декабрь-январь, и начиная вот с апреля, май, июнь. А спад регистрации младенческой смертности у нас происходит в летний период, июль, август, сентябрь, октябрь. Но, видимо, это связано у нас с январскими каникулами, праздниками и так далее. Структура младенческой смертности. Лидирующие ранговые места у нас, как и за все 3 года, занимают перинатальные причины, более 40%, врожденные аномалии развития 18%, болезни органов дыхания 15 случаев было у нас 25%, травмы отравления 2 случая, болезни нервной системы 2 случая 3,3%. Наибольший вклад в возрастную структуру младенческой смертности вносит смертность в раннем неонатальном возрасте. Умерло за 2019 год 20 младенцев, больше умирают новорожденные с весом менее 1000 грамм. Среди межведомственных показателей хочется отметить, что, к сожалению, ежегодно сохраняется примерно на одном уровне случаи смерти младенцев на дому. За 2019 год у нас умерло 16 младенцев. Для того, чтобы мы достигли нашего исторического минимума данного показателя, нами были проведены ряд мероприятий. Начиная с 2018 года продолжена работа по дальнейшему снижению младенческой смертности. Во-первых, это совершенствование медицинской помощи новорожденным детям. Как вы знаете, у нас утверждена 3-уровневая маршрутизация медицинской помощи новорожденным. Также совершенствование дальнейшей маршрутизации беременных женщин, особенно из группы риска с экстрагенитальной патологией. Также послужило для нас основным вкладом это ввод в эксплуатацию с 2018 года нового перинатального центра, развитие дальнейшей неонатальной хирургии, открытие отделения сердечно-сосудистой хирургии на 10 коек в педиатрическом центре с 2016 года, развитие пренатальной диагностики и дальше внедрение фетальной хирургии, непрерывное образование специалистов по перинатологии, обучение в симуляционных центрах. За 2019 год нами обучено 57 специалистов по перинатологии, развитие телемедицинских технологий в республике, внедрение клинических рекомендаций по лечению новорожденных и также совершенствование мониторинга новорожденных и детей по всей республике. У нас создан реанимационно-консультативный центр по профилю неонатологии, это в реанимации новорожденных Якутской республиканской клинической больницы и в республиканской больнице номер 1 педиатрический центр. На данном слайде представлено развитие инфраструктуры службы и материально-технического оснащения от открытия перинатального центра с 2018 года в рамках национального проекта здравоохранения и региональной программы развития детского здравоохранения. За 2019 год было закуплено 100 единиц медицинского оборудования до оснащения детских поликлинических отделений, чтобы привести в соответствие приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации номером 92Н. Совершенствование 3-уровневой системы, как я говорила, и совершенство маршрутизации больных детей. Во всех случаях детской смертности на дому, во всех случаях младенческой смертности у нас проводится видеоселекторное совещание, разборы случаев младенческой смертности и разбор экспертной комиссии в перинатальных центрах и в педиатрическом центре. Также продолжается у нас работа по повышению квалификации кадров. Как я говорила выше, за 2019 год у нас обучено 57 специалистов в симуляционных центрах. В этом году у нас планируется обучение специалистов в федеральных медицинских центрах в городе Екатеринбург, городе Иваново и в городе Москва в НИИ имени Кулакова.
В части ранней диагностики по государственной программе развития здравоохранения осуществляется мероприятие по обеспечению неонатального и аудиологического скрининга новорожденных. В 2019 году охват неонатальным скринингом составил 99,8%, аудиологическим скринингом 98,5%. Выявлено нарушение слуха у новорожденных 32, с адреногенитальным синдромом 1, врожденный гипотиреоз 1. Дети-сироты и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, которые находятся под опекой и опекунством, ежегодно проходят углубленную диспансеризацию узкими специалистами, в том числе в районах выездными бригадами специалистов. За 2019 год у нас выполнено 18 выездов, 18 районов республики. За 2019 год осмотрено 269 детей-сирот, которые находятся в стационарных учреждениях, 1289 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и 2793 ребенка, которые находятся под патронатом. Медицинскими профилактическими осмотрами охвачено более 120 тысяч несовершеннолетних, и охват составил 99,4%. Также совершенствуются меры, направленные на раннее выявление, проведение профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В 2019 и 2018 годах обновлены и актуализированы приказы, около 20 регламентирующих актов в рамках исполнения федерального закона 120. Нами проведена очень большая работа по исполнению федерального закона 120. Ежегодно растут показатели числа детей, возвращенных в родные семьи. На данном слайде представлены индикаторы развития здравоохранения, государственной программы развития здравоохранения на 2012 и 2019 годы. Мы достигли данных индикаторов. Все районные педиатры знают у нас, каким образом у нас проводятся и диспансеризация детей-сирот, и профилактические медицинские осмотры. Сколько мы с вами проводим в видеоконференции, совещаний в режиме видеоконференц-связи, чтобы выполнить наши объемы, и тем самым мы обеспечиваем осмотр, скрининговый осмотр наших детей. На данном слайде представлена трехуровневая система оказания медицинской помощи, 1, 2 и 3 уровень. Вы, наверное, это все знаете. Финансовое обеспечение детского здравоохранения республики в рамках национального проекта развития детского здравоохранения у нас составило за 2 года, за 2019 и 2020 годы, более 258 миллионов. Уровень софинансирования с федерального бюджета составляет 92%. Вот на эти финансы, у нас на эти деньги закупается современное оборудование и оснащаются наши детские поликлинические отделения. Мероприятия, входящие в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения на 5 лет, на 2020 и 2024 годы. Но тут в основном сказано в общем. За 2019 год у нас внедрены бережливые технологии, и новая модель медицинской организации внедрена в 9 медицинских организаций во все детские поликлинические отделения города Якутска. Приобретено медицинского оборудования 347 единиц, это в общем, и взрослое, и детское, на общую сумму более 156 миллионов. На лекарственное обеспечение у нас направлено более 2 миллиардов рублей. Но, как вы знаете, у нас создан региональный проектный офис по созданию и внедрению новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на базе Республиканского центра медицинской профилактики. И наши основные задачи на 2020 год и последующие годы. Во-первых, это реализация регионального проекта развития детского здравоохранения в рамках национального проекта здравоохранения, реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, повышение доступности и качества медицинской помощи, эффективности предоставления медицинских услуг, включая профилактические мероприятия и формирование здорового образа жизни,
развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, также основ персонализированной медицины, развитие медицинской реабилитации и оказание паллиативной помощи детям, развитие кадровых ресурсов, повышение престижа медицинских специальностях в целях обеспечения сферы здравоохранения, продолжение дооснащения детских поликлинических отделений медицинских организаций современным медицинским оборудованием, продолжение выполнения организационно-планировочных решений в детских отделениях медицинских организаций, которые отвечают современным требованиям для комфортного пребывания наших маленьких пациентов, принятие дополнительных мер по сокращению длительности ожидания приема в амбулаторно-поликлинических отделениях медицинских учреждений, дальнейшее внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям, реализация и совершенствование информационных технологий в нашем здравоохранении. Все, спасибо за внимание. Если есть вопросы. Спасибо. Вера Ильинична, очень такой доклад. Вопросы будут, Вера Ильинична? Тогда переходим ко второму вопросу. У нас, значит, общественная организация «Союз педиатров России Республики Саха-Якутия». Вы все прекрасно знаете, вы все члены нашего союза. Мы считаемся себя региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России Республики Саха-Якутия». Но в ноябре месяце произошли изменения в уставе общественной организации, и сейчас наша организация, головная организация, это будет называться присоединением слова «общероссийская». Значит, общероссийская общественная организация «Союз педиатров России», и у нас региональное отделение. Поэтому мы будем менять все свои юридические и финансовые документации в связи с изменением устава. Значит, кроме того, в уставе имеются изменения, такие как, значит, если был председатель Союза педиатров, то теперь будет называться президент. Кроме того, было правление Союза педиатров, и вместо правления это наблюдательный совет. Такие есть изменения в уставе общероссийской общественной организации. И так как мы являемся региональным отделением, мы тоже будем меняться. Значит, это 5 декабря у нас было заседание правления Союза педиатров, и решили, что вот именно 11 февраля мы будем, значит, избирать наблюдательный совет, ревизора, и тем самым будем изменять свой... У нас своего устава нету, мы работаем по уставу головной организации, поэтому это может так остаться. Да? Что я хочу сказать. Региональные отделения... Так. Структура Союза – это региональные отделения, в которые мы входим, и региональные отделения создаются в субъектах, то есть это у нас Якутия, действуют на основании настоящего устава. Отделение вправе приобрести права юридического лица в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. И в Минюсте Республики Саха-Якутия мы тоже состоим. Высшим руководящим органом является Общее собрание регионального отделения. И у меня предложение, чтобы ежегодное
итоговое совещание тоже проводить как общее собрание регионального отделения. Общее собрание регионального отделения созывается по решению наблюдательного совета один раз в год. Могут быть внеочередные общие собрания. Компетенция общего собрания – это решение вопросов определения приоритетных направлений деятельности регионального отделения, утверждение изменения устава регионального отделения, если мы хотим свой устав внести, определение количественного состава наблюдательного совета, избрание членов наблюдательного совета, председателя наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий. Избрание президента регионального отделения и досрочное прекращение его полномочий, принятие решений о реорганизации и ликвидации регионального отделения, избрание ревизора регионального отделения и досрочное прекращение его полномочий и избрание делегатов на конференцию Союза, принятие иных решений, предусмотренных федеральным законом и настоящим уставом. Это вот по общему собранию. Наблюдательный совет регионального отделения избирается общим собранием регионального отделения сроком на 4 года в количестве, определяемом решением общего собрания. Лица, избранные в состав наблюдательного совета регионального отделения, могут переизбираться на новый срок по решению общего собрания регионального отделения. Полномочия любого члена, всех членов или наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Компетенция наблюдательного совета. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью президента регионального отделения, осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения и исполняет его обязанности в соответствии с уставом, созывает общее собрание регионального отделения, утверждает внутренние документы регионального отделения, принимает решение о создании региональным отделением юридическим лицом других юридических лиц. Утверждает программы деятельности и проекты регионального отделения, назначает руководителей программ деятельности и регионального отделения, формирует экспертные советы, создают комиссии и комитеты регионального отделения и утверждает положение о них. Утверждает годовой отчет и бухгалтерскую отчетность регионального отделения, утверждает аудиторскую организацию и индивидуального аудитора регионального отделения. Решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других органов регионального отделения. Заседания наблюдательного совета регионального отделения созываются председателем наблюдательного совета один раз в год. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе председателя наблюдательного совета. Протокол заседания наблюдательного совета регионального отделения подписывается председателем заседания наблюдательного совета и секретарем. В наблюдательный совет регионального отделения входят председатель наблюдательного совета регионального отделения и члены наблюдательного совета регионального отделения. Председатель наблюдательного совета регионального отделения избирается общим собранием регионального отделения сроком на 4 года. Председатель наблюдательного совета регионального отделения может быть избран на новый срок. По решению общего собрания регионального отделения полномочия председателя могут быть прекращены досрочно. Компетенция председателя наблюдательного совета – это возглавление наблюдательного совета, руководит работой, распределяет обязанности между членами, определяет их полномочия, определяет число и персональный состав своих заместителей, осуществляет иные полномочия, связанные с работой наблюдательного совета регионального отделения. Единоличным исполнительным органом регионального отделения является президент регионального отделения. Президент регионального отделения избирается общим собранием регионального отделения сроком на 4 года. Президент регионального отделения может быть избран на новый срок.
Компетенция президента осуществляет текущее руководство деятельностью регионального отделения, обеспечивает выполнение решений общего собрания и наблюдательного совета, представляет региональное отделение в отношениях с российскими, иностранными, юридическими и физическими лицами, действует от имени регионального отделения без доверенности, выдает доверенности от имени регионального отделения, издает приказы, распоряжения, инструкции для штатных сотрудников регионального отделения, принимает на работу, увольняет с работы штатных сотрудников регионального отделения, принимает меры поощрения для штатных сотрудников регионального отделения, заключает договоры, соглашения, совершает иные юридически значимые действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, организует и проводит научные конгрессы, конференции, семинары, симпозиумы и круглые столы, выставки, в том числе международные. Организует приносящую доход деятельность регионального отделения, организует бухгалтерский учет и отчетность регионального отделения и осуществляет иные полномочия, не составляющие компетенцию других органов регионального отделения. Ревизор регионального отделения является контрольно-ревизионным органом регионального отделения. Ревизор регионального отделения избирается общим собранием сроком на 4 года, не может одновременно являться членом наблюдательного совета регионального отделения, президентом регионального отделения, а также членом. Компетенция ревизора – осуществление контроля за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью регионального отделения. Осуществляет контроль за сохранностью имущества регионального отделения, денежных средств регионального отделения. Проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения. Обращается с требованием о проведении внеочередного общего собрания регионального отделения и осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных компетенций иных органов регионального отделения. Наблюдательный совет регионального отделения и президент регионального отделения обеспечивают представление ревизору регионального отделения всех необходимых материалов для осуществления его полномочий. Ревизор вправе привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Союзе и ее региональных отделениях. Ну, надо сказать, что наше региональное отделение – это общественная работа. У нас нет сотрудников штатных. Значит, и вот на заседании от 5 декабря правления, значит, решением, то есть голосованием решили председателя заменить на президента. То есть это изменение уже есть, сейчас уже не председатель, а президент регионального отделения Союза педиатров будет, да? И я сегодня предлагаю наблюдательный совет, значит, списком, да? Значит, председателем Мунхалову Яну Афанасьевну, заведующей кафедрой педиатрии и детской хирургии, членами Николаеву Людмилу Алексеевну, директора педиатрического центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины, Игнатьеву Жанну Филипповну, районного педиатра Намской ЦРБ, Уарову Александру Владимировну, главного специалиста по детству управления здравоохранения, и Степанову Лену Анатольевну, доцента кафедры пропедевтики детских болезней. Кто, значит, сейчас решать будем это голосованием, пожалуйста, Александра Владимировна, Вера Ильинична, прошу посчитать голоса. Кто за данный список, наблюдательный совет? Голосуем. Кто за? Против? Воздержались? Нет. То есть единогласно наблюдательный совет, значит, мы оформим документы вот по такому наблюдательному совету. То есть мы охватили и районных педиатров, да, город Якутск и республиканскую больницу. Значит, следующее изменение – это избрание ревизора. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Это наши налоги. Вы не знаете,
как мы работаем с этими налоговиками. Это ежеквартально нужно отчет отправлять в пенсионный фонд, налоговый фонд, значит, фонд социальной защиты. И этим очень хорошо сейчас справляется Людмила Германовна. И я тоже предлагаю ревизорам регионального отделения избрать значит, Маринову Людмилу Германовну, доцента кафедры пропедевтики детских болезней, значит, которая будет контролировать финансово-хозяйственную деятельность. Кто за кандидатуру Людмилы Германовны Мариновой? Против? Воздержался? Нет. Спасибо. Значит, как мы сегодня уже... Вообще, быть членом регионального отделения Союза педиатров – это сейчас престижно. Все мы сейчас будем проходить профессиональную специализированную аккредитацию, которую будут проходить только члены Союза педиатров. И даже сейчас мы уже принимаем первичную аккредитацию специалистов-выпускников, которые тоже экспертами являются члены Союза педиатров. Поэтому все наши заведующие отделениями, заместители главных врачей, главные врачи участвуют в первичной аккредитации специалиста. Это очень важно, и именно списком мы подаем на список экспертов на первичную и профессиональную аккредитацию. И мы все с 2021 года будем экспертами и сами будем сдавать, да, именно эту аккредитацию. Ну, надо сказать, что вступаем мы добровольно в Союз педиатров. И аттестация врачей на категорию тоже будут проходить члены. Членами будут те, которые сдают взносы. Да? Взнос, как вы уже поняли, 500 рублей в год. Это тоже решением от 5 декабря нашего заседания. И обязательно доктора, которые проходят категории, должны иметь квитанцию или удостоверение члена Союза педиатров. Значит, и высшим органом, мы сказали, это общее собрание у нас, и ежегодно, традиционно мы будем вот проводить, скорее всего, в начале февраля вместе с итоговым совещанием общее собрание членов Союза педиатров. Ну, у меня все. Теперь разрешите приступить к награждению от Союза педиатров. Сразу почерпну грамоту, да? Ага. Я буду оттуда читать. Так, от регионального отделения Союз педиатров России почетной грамотой награждается Тутукарова Виктория Васильевна, районный педиатр Вилюйской ЦРБ, за неоценимый вклад в развитие педиатрической службы в Республике Саха-Якутия. Такой же грамотой награждается Субботин Денис Валерьевич, районный педиатр Нижнеколымской ЦРБ, за отличные показатели за 2019 год. Его нету? Также почетной грамотой регионального отделения награждается Максимова Марьяна Артуровна, районный педиатр Татинской ЦРБ. Татинской не приехали.
Благодарственные письма. Благодарственным письмом награждается Сотрудникова Мария Константиновна, педиатр Эвено-Бытантайской ЦРБ. Благодарственное письмо вручается Дубович Ольге Александровне, заведующей педиатрическим отделением номер 2 Якутской городской больницы номер 3. Региональное отделение Союза педиатров России и Республики Саха-Якутия объявляет благодарность Жирковой Раисе Егоровне, заведующей педиатрическим отделением номер 1 поликлиники номер 1. Также благодарность объявляется Слепцовой Александре Афанасьевне, врачу-педиатру приемно-диагностического отделения педиатрического центра Республиканской больницы номер 1. Благодарственное письмо вручается Кулаковой Чемелине Петровне, заведующей педиатрическим отделением номер 1 Якутской городской больницы номер 3. Благодарность объявляется Гоголевой Ирине Петровне, заведующей педиатрическим отделением поликлиники номер 1. Благодарственное письмо вручается Татоновой Анастасии Михайловне, заместителю главного врача по детству медицинского центра города Якутска. Благодарственное письмо вручается Прохорову Василию Романовичу, заместителю главного врача по неонатологии Якутской республиканской клинической больницы. Благодарственное письмо вручается Москвину Антону Николаевичу, заместителю главного врача по лечебной работе детской инфекционной клинической больницы. Спасибо. Итак, слово предоставляется главному педиатру города Якутска Уаровой Александре Владимировне. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас очень видеть. Разрешите представить доклад на тему «Основные итоги деятельности педиатрической службы города Якутска за 2019 год». Город Якутск, административный центр Республики Саха-Якутия, является третьим городом Дальневосточного федерального округа по численности населения. Общая площадь территории городского округа город Якутск составляет 3,6 тысяч квадратных километров. Городской округ город Якутск включает в себя 10 административных округов, 10 микрорайонов и 15 сел. Поселок Жатай образует отдельный городской округ Гол-Жатай. Структура здравоохранения столичного города Якутска включает в себя 5 поликлиник, 4 больниц,
городской специализированный дом ребенка, который 1 декабря 2019 года был передан в ведение Министерства труда и социального развития, станция скорой медицинской помощи и Якутмедтранс 115 единиц автотранспорта. Общая мощность амбулаторной сетью на 3643 посещения в смену. Участковая служба представлена 97 терапевтических, 33 акушерско-гинекологических, 90 педиатрических и 25 семейных участков. Развернуто 958 круглосуточных коек в стационаре, 251 коек стационара, заменяющей помощью. Скорую неотложную помощь оказывает 24 выездных бригад скорой медицинской помощи, и в пригородных населениях функционирует 12 структурных подразделений городских больниц. Динамика численности населения города Якутска с каждым годом растет, и за 2019 год составила 339 188 человек. По динамике с 2009 годом, десятилетней давностью, численность населения города Якутска увеличилась на 14,3%. Показатели естественного движения, рождаемость, если сравнить с 90-ми годами, она у нас идет к снижению. С 2017 года зарегистрировано снижение на 14,4%. Смертность с 2016 года тоже идет на снижение на 9,6%. И естественный прирост также с 2016 года у нас идет к снижению. Управлением здравоохранения города Якутска были за 2019 год выставлены приоритетные направления деятельности. Это совершенствование первичной медико-санитарной помощи, внедрение новой модели оказания медицинской помощи на принципах пациентоориентированности, совершенствование медицинской помощи матери и ребенку и реализация мероприятий по снижению смертности населения. Штатная численность здравоохранения города Якутска составляет на 2019 год 4801,5 единиц. Укомплектованность врачами и педиатрами составила 92,8%, средним медицинским персоналом 93,6%. Потребность в медицинских кадрах городского округа в городе Якутск очень большая. По расчетным данным, для повышения доступности и качества медицинской помощи в городе Якутске дополнительно потребуется 1140 штатных единиц. По участковой службе сверх норматива обслуживается 14 тысяч детей. В городе Якутске при поддержке федеральных и республиканских властей идет модернизация системы здравоохранения, повышается доступность и качество медицинской помощи. В системе столичного здравоохранения проведены масштабные работы по повышению эффективности и оптимизации медицинских учреждений. Это преобразование ознаменовало переход на качественный новый уровень медицинского обслуживания жителей столицы города Якутска. Управление города Якутска совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия проводит кропотливую работу, направленную на совершенствование механизмов оказания помощи населению. В рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Якутске в 4 поликлиниках внедрены бережливые технологии с созданием комфортной среды. Организована работа поликлиник на основе применения ЛЭН-технологий. То есть это открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентам в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации и комфортные условия для пациентов в зоне ожидания. В результате медицинских организаций внедрения новой модели медицинской организации
Увеличено время работы врача непосредственно с пациентом не менее чем 2 раза. Сокращено время оформления записи на прием к врачу не менее чем в 3 раза. 4 раза сокращена очередь не менее чем 3 раза. Ожидание пациентам врача у кабинета сократилось на 3 раза. Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи в 100% медицинских организациях. В детских поликлиниках вот у нас бережливая технология, комната матери есть, смеси они получают там же, созданы игровые зоны. Так. Когда вот по слайду мы видим это на примере 4-й поликлиники 202. Также во всех поликлиниках установлены программы и оборудование электронного регулирования живой очереди. Цифровизация городских поликлиник. Медицинские учреждения города Якутска работают в единой государственной информационной системе здравоохранения. Система позволяет врачам по электронным каналам получать всю информацию об истории заболевания пациента. Результаты анализов пациенты больше не требуется носить с собой кипу бумаг. Цифровизация облегчила работу медицинского персонала и сократила количество бумажной работы. Пациентам теперь не нужно лишний раз ходить по кабинетам, чтобы собрать результаты исследований, так как они вносятся в единую информационную систему. Предварительная запись к врачам осуществляется в электронном виде через портал пациентов ИР-14 и через порталы государственных муниципальных услуг. Внедрены программы электронной записи на прием через приложение для мобильных телефонов. Открыты центры сопровождения и поддержки пациентов, колл-центры, телефоны горячих линий. Во всех медицинских учреждениях города Якутска установлены программы электронного регулирования живой очереди в регистратурах перед кабинетами врачей и лабораториях поликлиник. Теперь вызвать врача на дом можно не только по телефону, но и через мобильное приложение «Вызов врача на дом». Город Якутск работает также в новом проекте «Виртуальная Якутия», где специалисты проводят через мобильное приложение дистанционные консилиумы и консультации в режиме врач-врач и врач-пациент. В 2018 году было объединено взрослая детская стоматологическая поликлиника. Это позволило упорядочить очередность и повысить качество обслуживания и сократить количество жалоб. Также приоритетным направлением это сохранение подростков в детской городской больнице. Организован центр подростковый «Юнион». Центр призван формировать у подростков мотивацию здорового образа жизни, выявлять факторы риска заболеваний на ранних стадиях и проводить работу по охране репродуктивного здоровья. Динамика живорожденности в городе Якутске. У нас рождаемость, как сказала Вера Ильинична, снижается. Всего в 2019 году родилось живыми 5580 новорожденных. По сравнению с аналогичным периодом количество рожденных детей уменьшилось на 234 новорожденных. Охват пренатальным скринингом в 2019 году составила 95,3%. Численность детского населения города Якутска с каждым годом растет. Я показала тут десятилетние сравнение, 9 и 19 год, да, и за десятилетний период отмечен рост численности детского населения города на 19 908 детей. Динамика, структура заболеваемости детского населения, как видите по слайде, да, в 2018 году она была увеличена, и в 2019 году у нас заболеваемость и болезненность общая, она у нас снизилась. В структуре заболеваемости детского населения на первом месте 75% составили болезни органов дыхания,
на втором месте травмы и отравления, и на третьем месте болезни органов пищеварения. Травмы и отравления у нас были всегда на третьем месте, и вот последние 3 года, да, они перенеслись на второе место. Профилактические осмотры детского населения за 2019 год медицинским учреждением города Якутска осмотрено 88 300 осмотров. Это составило 50 274 детей, охват детского населения составило 60%. По индикаторам программы регионального развития здравоохранения мы должны охватить детское население на 94,8%. Иммунизация детского населения за 2019 год мы охватили более 95%. Динамика детской смертности у нас в городе Якутске за 2019 год показатели составили 27,7 на 100 тысяч детского населения. И если вот по слайду видеть, да, у нас по сравнению с аналогичным периодом смертность детская у нас выросла. Но если сравнить с 2019 годом, детская смертность у нас снизилась на 16,6%. В структуре детской смертности лидирующее место занимают внешние причины, которые составляют 60%. На второй смертность – это смертность от новообразований. И на третьем месте смертность от врожденных пороков развития, которая составила 8%. Я тут хотела показать структуру смертности от внешних причин, потому что внешние причины это уносит у нас очень много детей каждым годом. В структуре смертности внешних причин у нас на первом месте это суициды. К сожалению, она не имеет тенденции к снижению, а наоборот, она увеличивается. На втором месте у нас стоит смертность от несчастных случаев, и на третьем месте смертность от утопления. Положительная динамика есть, что у нас вот идет снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. Младенческая смертность по городу Якутску за 2019 год показатели составили 4,1 промилле. По сравнению с аналогичным периодом снижения мы не видим, но и повышения тоже нету. В структуре младенческой смертности первое место занимают и перинатальные причины, которые составляют 52,1%. Второе место – смертность от болезни органов дыхания. И на третьем месте это смертность от врожденных пороков развития. Если смотреть по периодам жизни, младенческая смертность у нас ранняя и поздняя неонатальная смертность снизилась, но увеличилась постненатальная смертность на 0,3 промилле. К сожалению, за 2019 год зарегистрировано по городу Якутску 7 случаев смертности на дому и составило 30%. Управлением здравоохранения города Якутска по снижению младенческой смертности проводятся следующие мероприятия. С ноября 2013 года у нас работает штаб оперативного контроля и ежедневного мониторирования целей недопущения случаев младенческой смертности. Проводится мониторинг исходов родов, женских консультаций в детских учреждениях, медицинских организаций. При необходимости проводятся консилиумы. По всем случаям младенческой смертности проводятся служебные расследования. Также проведены 2 межведомственных совещания по снижению младенческой смертности. Налажена преемственная работа между органами профилактики и проводится ежедневный мониторинг беременных родильниц. Управление здравоохранения города Якутска работает тесно муниципальным окружной администрации города Якутска. И при окружной администрации есть муниципальная программа «Молодежь, спорт, семья, здоровый город». Эта программа у нас финансовая поддержка идет. Согласно этого программы у нас проводится
В течение года проводились традиционные ярмарки, акции по профилактике ЗОЖ. Проведено в 2019 году 5-й юбилейный фестиваль беременных «Мама-лыж». Также в целях профилактики и снижения показателей младенческой смертности по программе была открыта кабинет медико-социальной помощи при ГУБУ первой поликлиники. В 2018 году этот кабинет работал при детской городской больнице, Якутской городской больнице и Якутской городской больнице номер 3, который кабинет у нас существенно помогает работать именно медико-социальными проблемами на участках. Также в реализации федерального закона 15 по программе у нас был открыт ресурсный центр по борьбе с табакокурением. Ну и Управление здравоохранения города Якутска ставит планы на 2019 год. Это улучшение демографических показателей, повышение эффективности первичной медико-санитарной помощи, совершенствование работы медицинской организации с целью повышения качества медицинской помощи, развитие инновационных технологий, формирование квалифицированного кадрового потенциала, внедрение эффективных моделей организации системы здравоохранения, координация работы междисциплинарных служб для снижения смертности населения, повышение качества диспансеризации детей, расширение зоны использования телемедицинских технологий и формирование здорового и безопасного образа жизни. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы к Александре Владимировне? Так, спасибо. Следующий у нас доклад. Пожалуйста, слово предоставляется Дьяконовой Екатерине Андреевне, районному педиатру Мегино-Кангаласская ЦРБ. Значит, обмен опытом. Да? У нас есть среди нас районные педиатры. Значит, какие у нас есть свои приоритеты. Добрый день, уважаемые коллеги. Моя тема доклада – итоги деятельности педиатрической службы Мегино-Кангаласской ЦРБ в 2019 году. Мегино-Кангаласский район относится к центральной группе районов и занимает территорию общей площадью 11,7 тысяч квадратных километров. Плотность населения составляет 2,65 человек на 1 квадратный километр. Удаленность населенных пунктов от районного центра составляет от 5 до 122 километра. Сравнительно мягкие природно-климатические условия и географически удобное месторасположение Мегино-Кангаласского района издавна привлекало людей для поселения на этих местах. В районе всего 36 населенных пунктов, из которых 2 населенных пункта расположены на расстоянии свыше 100 километров от центра района. Административный центр – поселок Нижний Бестях, который от столицы республики города Якутска находится на расстоянии наземным путем 20 километров. В последние годы администрация района проводит целенаправленную работу по охране здоровья населения района. Во всех населенных пунктах имеются лечебно-профилактические учреждения, амбулаторно-поликлиническая и профилактическая помощь осуществляется в 16 фельдшерско-акушерских пунктах, 12 врачебных амбулаториях и центральной районной больнице с районной детской поликлиниками и противотуберкулезным диспансером. Стационарное лечение больных ведется в центральной районной больнице с 9 отделениями. Это детское, терапевтическое, хирургическое, акушерское, гинекологическое, инфекционное, отделение анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии, первично-сосудистое отделение, межрайонное родильное отделение, межрайонное травматологическое отделение. Между населенными пунктами существуют наземные и воздушные пути сообщения. Наземный путь сообщения отдаленный населенный пункт село Чамайки осуществляется в зимнее время года. Во время распутицы
В осеннее и весеннее время транспортировка больных, доставка лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения осуществляется наземным или воздушным путем сообщения. Ну, из здесь мы видим численность нашего населения, в том числе детей, подростков, взрослых, женского населения и женщин фертильного возраста. С прошлого года, 2019, у нас открыта железная дорога. Рождаемость здесь за период 2012 и 2019 годы видно зеленым цветом это Мейно-Кангаласский район, Республика Саха-Якутия и Российская Федерация. И в 2019 году коэффициент рождаемости в нашем районе составил 14,7. Младенческая смертность является одним из интегрированных демографическим показателем, отражающим социально-экономическое благополучие общества, качество и эффективность медицинской помощи населению. Является одним из основных показателей общественного здоровья. На слайде видно показатель Дальневосточного округа за 11 месяцев 2019 года, Российской Федерации по итогам 11 месяцев 2019 года, индикатор младенческой смертности по Республике Саха-Якутия красным, да? Так, также наш район, показатель нашего района и Республика Саха-Якутия. И, значит, идет снижение младенческой смертности в нашем районе. По структуре младенческой смертности видно все, да, с 2015 года по 2019 году. Вот в 2018 году у нас не отмечалось младенческой смертности, и в 2019 году у нас одна смертность от врожденного порока развития и составила 2,2 промилле. Детская смертность – это тоже за период 14-19 годов на тысяч детского населения. Но начиная с 2014 года у нас идет снижение детской смертности. Вот в структуре причин детской смертности тоже видно из слайда. В 2019 году это желтые внешние причины, он составлял 50%. На втором месте врожденные пороки развития и болезни органов дыхания. Структура общей заболеваемости детского населения в 2019 году. Ну, видно здесь, первое место у нас составляет болезни органов дыхания, это 62,1%. Но здесь я хотела выделить острые респираторных вирусных инфекций, о всех общей, да, заболеваемости. Он составляет в целом 53%. Да? И на втором месте болезни органов пищеварения 9,7%. На третьем месте болезни глаза и придаточного аппарата 6,3%. И вот костные болезни костно-мышечной системы у нас на 9 месте, болезни эндокринной системы на 12 месте и на 16 месте это болезни системы кровообращения. Инвалидность за 2014 и 2019 годы. Наряду с демографическими показателями и заболеваемостью населения инвалидность, особенно детская, является одной из главных характеристик общественного здоровья и социального благополучия населения. В нашем районе на сегодняшний день состоит на учете 178 детей-инвалидов, в том числе до 14 лет 148 и подростков 30 подростков. Но отмечается снижение детской инвалидности, ну, скажем, постепенно, да. Вот в нашем районе с нашими детьми-инвалидами работает Центр психолога медико-социального сопровождения Кескель муниципального района для детей-инвалидов. И с ними проводится тесная координационная работа
основной работой центра является это медико-социальная реабилитация детей. В центре развита система дошкольной коррекционной, психологой, педагогической, медицинской помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся врачебные консультации по лечению, воспитанию и обучению детей-инвалидов. Практические занятия по обучению родителей методам помощи своим детям. В центре функционирует зал лечебной физкультуры с тренажерами для детей-инвалидов, работают психологи, логопеды, медицинский кабинет массажем, кружки самодеятельного творчества. Большую помощь в организации стационарного и санаторно-курортного лечения детей-инвалидов нам оказывает Управление Фонда социального страхования и выделяет путевки и оплачивающие проездные детям и им родителям. Вот в структуре общей инвалидности первое место – это болезни нервной системы 43,3%, на втором месте врожденные аномалии 18%, на третьем месте психические расстройства и расстройства поведения 9,6%, и на четвертом месте болезни уха 9%, в пятом месте болезни эндокринной системы 6,2%, и на шестом месте у нас болезни глаза 2,8%. Но мероприятие в рамках региональной программы развития детского здравоохранения в Республике Саха-Якутия включает создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. Ну вот здесь показали долю взятых под диспансерное наблюдение детей от 0 до 17 лет впервые жизненно установленным диагнозом. Мы все педиатры это знаем, да, что это наши индикаторы, которые мы работаем на сегодняшний день. Да? Но в этом году вот наш район индикаторов, ну вот смотрим, да, сводные показатели на 2019 год. Ну вот наше детское отделение, структура нашего детского отделения, коллектив детской поликлиники и наши будни. Так, насчет у нас и летние оздоровительные лагеря работают ежегодно. Ой, таблицы. Так, я хотела сказать насчет летних лагерей. Вот летнее время, как мы все знаем, это является одним из самых важных значимых периодом для оздоровления детей. Здесь была таблица, он что-то у меня не прикрепился. И вот у нас в этом году 37 лагерей работали, охвачено 22 114 школьников. Это составляло 30% школьников нашего района. В лагерях, значит, дети питались пятиразовым кормлением и проводились профилактические работы медицинскими работниками. У нас работает Центр здоровья для детей. Здесь у меня есть фотография. Вот, врач Наталья Алексеевна, она вот ежегодно план-график составляет и проводит по всем летним лагерям исследования. И в этом году в течение года по школам исследовала 2120 несовершеннолетних детей, выполнила план, и по результатам исследования факторами риска выявлено 52% детей, в прошлом году выявлено 78%, и назначены детям индивидуальные планы по здоровому образу жизни. Ну, и хотела сказать, наши цели, задачи детского здравоохранения Вера Ильинична очень хорошо сказала, и я хотела бы сказать одно. Наши цели и задачи детского здравоохранения – это достижение наших целевых индикаторов. Спасибо за внимание. Спасибо. Может, у кого вопросы Екатерине Андреевне? Пожалуйста. Угу. Значит, укомплектованность нашими педиатрами у меня 100%.
специалистами детского, да, именно касающихся по профосмотрам. У меня там был слайд, но он почему-то у меня не прикрепился. И там все было. И у нас все детские врачи у нас есть. Детский психиатр, детский эндокринолог, детский стоматолог. И в 2019 году у нас детский хирург уволился. И мы сейчас в плане обучаем нашего хирурга на детскую хирургию и детскую урологию. И у меня 8 участковых педиатров, 3 врачей общей практики. Есть подростковый врач, 2 врача в детском отделении на 26 коек и 2 неонатолога в родильном отделении. Что? Ну, это не секрет. Я могу сказать, что это проект «Земский доктор». У нас 70%, это было года 2 назад, 3 даже, составляли все земские доктора. И наши врачи все молодые, все среднего возраста. И расположение района. Да, и расположение района это в первую очередь. Логистика внутри Но в района. этом году сказали на Министерство здравоохранения, что у нас не будет вакансий на земский доктор. Да ведь? Все на севера. А? Я работаю 30 лет медицинским стажем, педиатрия 20 лет, а районным педиатрам 10 лет. Спасибо. Вот такой вот обмен опытом в районах как. Спасибо. Так, и, конечно же, наше совещание не проходило бы, если бы не наши спонсоры. Сейчас мы начнем сателлитный симпозиум, это от наших спонсоров. И слово предоставляется Яне Афанасьевне Мунхаловой, заведующей кафедрой педиатрии и детской хирургии медицинского института. Значит, современные подходы к питанию детей. Добрый день, уважаемые президиумы, добрый день, уважаемая Мария Васильевна, педиатры, коллеги. Разрешите представить небольшую информацию о современных технологиях в детском питании. Ну, как всегда, вот эти вот доклады я обычно начинаю издалека и начинаю с того, что мы должны, конечно, учитывать, что все заболевания, в основном неинфекционные заболевания, они идут из детства. И, как видите, так называемые неинфекционные заболевания – это хронические заболевания, которые не связаны с инфекционным агентом и включают в себя такие заболевания, как сердечно-сосудистые системы, ожирение, опухоли, диабет, некоторые другие. И посмотрите, каждый год от таких заболеваний умирает до 36 миллионов человек. Все это, конечно, связано с тем, что первый, конечно, самый большой фактор, основной, естественно, это возраст человека. То есть у нас увеличивается продолжительность жизни, естественно, будет и увеличиться, особенно в развитых странах, и число людей, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но вот второй фактор, который как раз-таки идет именно с младенчества, влияет на программирование здоровья, это вот фактор ожирения, который влечет, кроме того, что развивается сердечно-сосудистые заболевания, и метаболические нарушения, и диабет. Ну и вот такие небольшие данные. По данным ВОЗ, в 2008 году почти 1,5 миллиарда взрослых имели избыточный вес или ожирение. В 2011 году более 40 миллионов, тоже по данным ВОЗ, более 40 миллионов детей в возрасте до 5 лет также имели избыточный вес. И по данным Института питания Российской Федерации, на данный момент 22% детей в возрасте от 1 до 2 лет имеют избыточный вес. И каждый год идет прирост случаев ожирения ежегодно на 1%. Все это, конечно, приводит еще и к экономическому ущербу. Составляет ущерб только вот от смертности болезни кровообращения 1 триллион рублей.
Ну и в Российской Федерации 75% всех причин смертности, они как раз приходятся вот на эти хронические неинфекционные заболевания. Причем 40% да, всех смертей – это лица, не достигшие 60, то есть это лица, которые относятся к категории трудоспособного населения. Ну и таким образом, да, тут можно показать, что неинфекционные заболевания, в основные какие вот факторы: возраст, как я сказала, факторы цивилизации тоже мы их должны учитывать, да, и экологию, и питание, и снижение двигательной активности. Ну и самое, вот, на что мы сегодня, о чем мы будем сегодня вот говорить, это скрытые причины. А к скрытым причинам относятся как раз первые 1000 дней существования человека, которые определяют будущее долговременное здоровье и определяют продолжительность жизни. Что эти входит в 1000 дней? Первые 1000 дней – это 270 дней беременности, 365 дней первого года жизни и 365 дней второго года жизни. Вот эти аспекты долговременного здоровья как раз и программируются в эти первые 1000 дней. И такие вот заболевания, как я уже сказала уже, да, и неинфекционные заболевания, и программируется здоровье со стороны эндокринной системы, пищеварительной, иммунной системы, ну и другие. И сегодня вот коснусь, раньше я говорила про генетические, эпигенетические факторы, да, и про другие факторы, которые программируются в этот период, но сегодня поговорим о белке. Грудное молоко, мы, конечно, говорим, что это самое лучшее питание, экономичное для детей. Ну и самое невозможное, если невозможность грудного вскармливания, то для педиатра встает вопрос, какую смесь выбрать. Все вы знаете, какие сравнения микронутриентов грудного молока и коровьего молока, да? И также мы, конечно, сравниваем макронутриенты при искусственном вскармливании. Концентрация жира в грудном молоке, в принципе, во всех смесях близка к смесям, да, обычно. Концентрация углеводов в грудном молоке, как правило, несколько ниже, но всегда концентрация белка в грудном молоке ниже по сравнению с обычной стандартной детской смесью. И, конечно, вы знаете, что все дети, находящиеся на искусственном вскармливании, у них всегда идет объем смеси намного больше, чем объем грудного молока, поэтому, конечно же, дети, находящиеся на искусственном вскармливании, как всегда, обычно страдают перекормом. Что касается белка, со временем, посмотрите, по этим периодам менялось представление о роли белка. Если вот до 80-х годов, с 50-х, 80-х годов, когда, в принципе, начались вот такие вот исследования более пристальные исследования по питанию, то там было основное понимание, что белок нужен как строительный материал. И самый главный фокус был это борьба с дефицитом белка. Ну и к тому же это еще и было послевоенное время. С чем столкнулись? Основная была проблема, да, то, что чужеродный белок, он является аллергеном. И пришли к тому выводу, к исследованиям, что начали применять гидролиз белков, который снижал именно вот аллергенность белков коровьего молока. Далее пришли к выводу в течение многих исследований, что избыточное потребление белка в младенчестве имеет неблагоприятный эффект. И дальше мы об этом будем говорить. И на кишечный микробиоциноз, и увеличивает объем почек. В 6 месяцев это как бы кратковременный, получается, краткосрочный, то есть эффект, да. И, как оказалось, вот уже более поздний период, 2010 года, начались исследования именно о долговременных эффектах избыточного потребления белка.
На этих слайдах показано, да, что вот Z-индекс показывает отношение веса к росту, что при вот оранжевое это значит, смеси с высоким белком, синий это смеси с низким белком, и розовый цвет это грудное молоко. И индекс массы тела и индекс вес к росту, конечно, наиболее высокие у детей, которые получали смеси с высоким содержанием белка. Сравнение состава тела в возрасте 6 месяцев – это по составу жира, то есть это тут общее количество состава жира и тоже индекс, да, состава жира вот на втором слайде. Ну и видно, что также у детей оранжевый вот, столбик – это дети, получающие смеси с высоким потреблением белка. Что касается функции почек, то, что вот обведено, это повышение, то есть дети, которые получали смесь с высоким содержанием белка, у них увеличилось и содержание мочевины, и осмолярность мочи. И вот на втором слайде видно, что идет и повышение соотношения мочевины креатинина у детей с высоким, получавшейся смеси с высоким содержанием белка. То есть идет достаточно большая нагрузка на функции почек. Тем более, это почки, конечно же, функционально являются незрелыми. Кроме того, это еще и повышение риска дегидратации, например, в случаях диареи. Риск развития ожирения. Высокое потребление белка приводит к тому, что повышается уровень инсулиногенных аминокислот. Ну, дальше я покажу, какие именно, да? Ну, в частности, например, лейцин, которые как раз и активизируют секрецию инсулина и инсулиноподобного фактора роста. А вот как раз-таки инсулиноподобный фактор роста, он стимулирует продукцию адипоцитов. Адипоциты, которые гипертрофируются. Ну и вы знаете, что если адипоциты развились в младенческом возрасте, они никуда не деваются, они могут замирать, но при благоприятных условиях сразу же они количественно никуда не исчезают и могут привести к реализации ожирения в старшем подростковом возрасте. И вот отличие общего количества жира у детей, да, в возрасте низкобелковой в сравнении с высокобелковой смесью. В возрасте 2 лет это составляло до 90 грамм, а вот в возрасте 6 лет это уже составляло 330 грамм. Таким образом, также увеличивается и индекс массы тела, и увеличивается риск развития ожирения. Ну, видно, да, коэффициенты насколько больше, чем у детей, которые получали смеси с низким количеством белка. Ну, это сложная такая диаграмма, но, в принципе, что тут показано, да? Здесь показано, что концентрация аминокислот, в частности, тех, как инсулиногенных аминокислот, намного больше как раз у детей, которые получали, это в сыворотке крови у детей, которые получали смеси с высоким протеином. И вот, как я говорила уже, например, лейцин. Видите, да, что очень высокое количество лейцина инсулиногенного как раз в сыворотке детей, которые получали смеси с высоким количеством протеина. Ну и таким образом вот избыточное потребление белка увеличивает концентрации в крови инсулиногенных аминокислот, в частности это валин, лейцин, изолейцин и трианин. И они как раз-таки стимулируют секрецию инсулина и гормон роста, то, что я говорила. Таким образом, мы подходим к тому, что надо изменять качество белка.
Ну, во-первых, напомню, да, что чем отличается грудное молоко от коровьего молока. Вот розовое — это у нас грудное молоко. Во-первых, белков в 3 раза меньше. То есть количество белков в 3 раза меньше, чем в коровьем молоке. Причем грудное молоко содержит только 30% казеина, в отличие от коровьего, которое содержит 77% казеина. И посмотрите, в коровьем молоке совершенно разные отличия, очень выраженные различия аминокислотного состава. Вот ниже это грудное молоко, и выше это коровье молоко. И, как видите, в коровьем молоке не позволяют, да, существующие вот источники белкового компонента, они не позволяют, они же все смеси у нас на основе коровьего молока в основном делаются. То есть не можем мы добиться аминокислотного профиля аналогичного грудному молоку, потому что главная лимитирующая аминокислота, вот она обведена, это триптофан, который очень важен для формирования центральной нервной системы. Потому что это секреция серотонина, и это большую роль имеет в нервно-поведенческих аспектах. Что же делать, да? Какой белок содержит высокий уровень триптофана? Именно белок альфа-лактальбумин. В коровьем молоке он содержится в 4%, в грудном молоке он содержится в 27%. Таким образом, альфа-лактальбумин способствует росту бифидобактерий. Кроме того, он является компонентом фермента, который способствует катализирующий синтез лактозы из глюкозы в грудной железе. Он помогает всасыванию кальция и цинка. И, кроме того, при переваривании этого белка образуются пептиды, которые обладают антибактериальным и иммуномодулирующими свойствами, которые ускоряют пролиферацию слизистой кишечника. Таким образом, что нужно сделать? Наверное, нужно оптимизировать аминокислотный состав. То есть мы снижаем количество белка в смесях, но улучшаем его качество. Необходимо обогатить альфа-лактальбумином, поскольку это приведет к высокому содержанию триптофана. Но это, к сожалению, лимитировано уровнем содержания трианина. Если мы будем сильно повышать количество альфа-лактальбумина, будет повышаться содержание трианина, а он является как раз у нас инсулиногенным белком, аминокислотой. И уровень содержания трианина, конечно, он не должен быть превышен в молочных смесях. Ну и удаление фракции казеиновой и избытка трианина. На данный момент существуют пока только единственные смеси, которые имеют запатентованный процесс фракционирования сывороточных белков. То есть видно, да, что удален как раз-таки вот этот вот казеин и улучшает качество белка. Видно, да, что вот сначала это вот до удаления этого казеина и избытка трианина, и справа уже свободные. То есть это запатентованная форма молочной смеси, которая пока используется только фирмой Nestlé для производства молочной смеси NanOptiPro. Их существует две: NanOptiPro 1 и NanOptiPro 1 Extra. То есть посмотрите, какие преимущества дает вот это использование технологии OptiPro. Видно, что аминокислотный состав смеси практически идеально вписывается в аминокислотный состав белков грудного молока. И намного ниже содержание инсулиногенных аминокислот по сравнению со стандартными смесями. Ну и, как я уже говорила, да, что данная смесь
положительно влияют на параметры метаболизма, намного меньше содержание лейцина, изолейцина, валина. И в возрасте 4 месяцев уровень инсулиногенных вот этих аминокислот, он как раз был больше всего приближен к именно составу грудного молока. Кроме того, уровень мочевины в плазме у крови у детей, скармливаемых смесью наноптипро, намного ниже. И даже ниже, чем, посмотрите, при питании грудным молоком. И достоверно более низкий уровень мочевины в плазме у детей таких. И кроме того, очень обширный метаанализ 11 высококачественных рандомизированных исследований показал, что скармливание смесью наноптипро обеспечивает параметры роста, близкие к стандартам ВОЗ в возрасте 4 месяцев, которые находятся на грудном вскармливании. Ну и вот коротко на этом слайде показано основное то, что вот я говорила. Это и показатели роста, и программирование метаболизма, и мягкое переваривание, расщепление, и тренировка иммунной системы. И таким образом можно сказать, что в резюме, да, Nestlé разработала Оптипро как стратегию приближения смеси к составу грудного молока, удаление богатого трианином, то есть это запатентованная технология, и получился белок максимально близкий к белкам грудного молока. И, кроме того, уникальный процесс гидролиза позволил сделать еще эту смесь и гипоаллергенной. Благодарю за внимание. Спасибо. Теперь будет мой доклад от фирмы Неармедик. Пожалуйста. Значит, мы поддерживаем наших спонсоров. Это ОРВИ, грипп, диагностика и лечение. Ну, мы всегда, сейчас у нас карантин, очень актуально, можно сказать, по школам, то есть по всем школам города Якутска, ну и даже в районах уже объявляются карантины, и можно сказать, тем самым все-таки профилактика именно распространения вирусных инфекций и гриппа, конечно же, проводится, скажем. Ну вот, по данным ВОЗ, во время вспышек острых респираторных вирусных инфекций в мире заболевает до 15% населения, и из них 250-500 тысяч летальность, ну, в единицах, да, это если взять. Ежегодно в России болеют гриппом ОРВИ от 27 до 41 миллиона пациентов. И, конечно же, это тоже экономический ущерб, выплата по больничным листам составляет 18 миллиардов рублей именно только по респираторным заболеваниям. Грипп составляет 3-5% от общего числа. В этиологической структуре мы в большинстве случаев, конечно же, ну, не устанавливаем, если это в поликлинических условиях, да, еще в детских, то есть в инфекционных стационарах еще можно определить, значит, и мы видим, что большее количество приходится на риновирусы и затем на неустановленные вирусы респираторные. Ну и который к нам грядет коронавирус, это 13%, как на слайде видим. Значит, эпидемическая актуальность вируса гриппа человека, птичий грипп и вот новый коронавирус с, скажем, сейчас очень тоже актуальная тема. Группа риска – это, конечно же, дети раннего возраста, беременные женщины,
Значит, хронические заболевания, пациенты с хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с нарушением обмена веществ, хронические болезни почек, печени, значит, также неврологические состояния, иммунодефицитные состояния и лица в возрасте старше 65 лет и с нарушением питания. Также относятся к группе риска. Смертность в группах риска, конечно же, это хронические заболевания сердца и легких, сахарный диабет плюс болезни сердца, заболевания легких и вот также по данным ВОЗ также здоровые взрослые могут, значит, наступить летальность, смертность от в связи с несвоевременным обращением за медицинской помощью. Вот это указывает. Осложнения, ну, мы все знаем, специфические и неспецифические, какие бывают осложнения и чем это грозит. Смертность и госпитализация при гриппозных эпидемиях – это дети первого года жизни, значит, высокий уровень госпитализации и также смертности, уровень высокий. Значит, у детей до 15 лет, до подросткового периода, скажем, высокий уровень госпитализации, но смертность низкая. У взрослых, значит, высокая госпитализация и смертность у лиц старше 50 лет. Ну, и старше 60 лет тут, конечно, смертность от гриппа и госпитализация тоже очень высокие. Распространение. Ну, мы тоже знаем, как при чихании, кашле выделяется в каждой капле огромное количество возбудителей. Ну и поражение дыхательной системы при гриппе тоже мы знаем, как поражает, да, докуда доходит, значит, по клиническим проявлениям. И это нозологическая единица, которую мы выставляем диагноз. Осложнения, связанные со снижением иммунитета, это заболевания верхних дыхательных путей, средних, нижних дыхательных путей, также отиты со стороны органов слуха, пазухи и обострение хронических инфекционных заболеваний и гнойных очаговых инфекций. Факторы снижения летальности во время пандемии при гриппе H1N1, значит, это было применение антивирусных препаратов, своевременное назначение антибиотиков при осложнениях, эффективная социальная стратегия, то есть это карантинные мероприятия, и эффективная вакцинация вот при распространении вируса гриппа. Да? Значит, подтверждение диагноза при гриппе – это именно ПЦР, вирусологический метод, значит, серологический метод. И, конечно же, материалом это носоглоточный смыв, мазок или забор крови из вены. Для лечения именно гриппа ВОЗ рекомендует применение этиотропных химиопрепаратов, блокирующих репликацию вируса. Это этиотропный химиопрепарат, но по стандартам, по клиническим рекомендациям, да, которые мы назначаем, это сельтамивир. Да? Значит, даже
Препараты с момента первых симптомов назначаются без ожидания лабораторной верификации. И это приводит именно противовирусной терапии к снижению риска развития осложнений. Значит, средства какие? Это этиотропные, противовирусные препараты, интерфероны, индукторы интерферонов, также иммуномодуляторы. Ну и при лечении мы, конечно, основываемся на патогенезе и симптоматике, которые проводится именно вот терапия патогенетическая и симптоматическая. Противовирусные средства прямого действия, ингибитор умифенавир, это орбидол, римантадин и осельтамивир. Да? Значит, как они действуют на клетку. Значит, ингибитор входа, ингибитор выхода из эндосомы и ингибитор выхода из клетки. Значит, это противовирусные средства прямого действия. Значит, противовирусным препаратам значит, изучали в европейских регионах и в Америке, и насколько вот есть чувствительность к разных вирусов, штаммов, то есть, да, и к осельтамивиру, занамивиру и римантадину. Значит, есть резистентность и к осельтамивиру, и также все штаммы к римантадину. Нет резистентности к занамивиру. Да? Ингибитор нейраминидазы. Это новое поколение антивирусных препаратов, когда вирус проникает в клетки, где происходит репликация, и нейраминидаза необходима для выхода из клетки вирусов, новых вирусов, которые реплицировались. И ингибитор нейраминидазы снижает выход потомства и инфицирование новых клеток. И вот ингибитор нейраминидазы назначается для лечения гриппа, это тамифлю, да, который мы знаем, или осельтамивир. Также индукторы интерферонов необходимы в системе противовирусной терапии. Это эффективность и безопасность, подтвержденная и доказанная на основе опыта клинического применения. Значит, именно кроме противовирусного действия эти препараты обладают иммуномодулирующей активностью, и при введении индукторов интерферона образуются эндогенные интерфероны, не обладающие антигенностью. Не образуются антитела, и индукторы интерферонов лишены побочных эффектов. Однократное введение обеспечит относительно длительную циркуляцию эндогенных интерферонов, не вызывает формирование резистентных штаммов вирусов. Что говорят о гомеопатии? На этом слайде, значит, заявление Всемирной организации здравоохранения о недопустимости применения в лечении опасных заболеваний, то есть это гриппа, касается гомеопатических препаратов, да? И вот письмо предупреждения FDA требованием удалить информацию гомеопатических препаратов в отношении гриппа, именно H1N1, сайтов, распространяющих гомеопатические средства. Вот препарат противовирусный широкого спектра действия для профилактики и лечения, и в том числе высокопатогенных штаммов и других ОРВИ. Именно происходит индуцирование интерферонов, обладающих высокой противовирусной активностью, и длительная циркуляция в организме до 120 часов. То есть удобно применять для профилактики, и также именно применение кагацилла эффективен
даже после поздних сроках заболевания до 4 суток, да, можно на 2-3 день, на 4 сутки назначить Кагацел. Значит, Кагацел плохо растворим в кислой среде желудка, практически в неизмененном виде попадает в желудок, и в кишечнике находится у нас большая часть иммунокомпетентных клеток, и Кагацел вызывает продукцию интерферонов. И часть активированных клеток выходит в кровоток и продолжает продукцию интерферонов, как мы видим на этом слайде. Это Кагацел представляет собой высокомолекулярное соединение, значит, активный индуктор смеси альфа и бета интерферонов, а также физиологических количеств гамма-интерферонов. Длительная продукция интерферонов до 4-5 суток значит, продуцируется. Формула Кагацела. Нас всех пугали гасиполом, да, но это производная гасипола Кагацел, то есть за счет модифицированных молекул, ковалентно связанных с целлюлозой, Кагацел приобретает биологические и фармакологические свойства. Оригинальный запатентованный способ синтеза субстанции полностью устраняет токсическое действие свободного гасипола. То есть Кагацел это не равно гасипол. Вот в других наших докладах раньше было, да, такое, наши доктора писали, что Кагацел равно гасипол, то есть это его не нужно назначать. На самом деле это производное только. И именно его безопасность доказана и в применении и у детей, и у взрослых. Вот экспериментально подтверждено отсутствие гонадотоксичности. Значит, проверяли на крысах, значит, увеличивали. И именно не вызывает нарушения процесса сперматогенеза, не оказывает повреждающего действия на морфологию тканей семенников крыс. То есть это экспериментально доказано. Значит, схема приема препарата для профилактики и для лечения, и для детей. Детям мы применяем с 3 лет. Значит, ну и кратность введения детям 2 раза, взрослым с 3 раз, да, начинается назначение. В оказании помощи эпидемический сезон, значит, входит в рекомендации, стандарты, клинические, значит, локальные рекомендации инфекционистов, значит, это вот для также есть методических рекомендациях назначения данного препарата. Значит, в общем, в целом мы знаем, что для профилактики фармакотерапии первым делом это, конечно, вакцинация против гриппа, который мы получаем осенью. Это является одним из главных профилактических мероприятий для распространения вируса гриппа. Ну и тем самым и ОРВИ, да? Значит, повышение неспецифической резистентности и противовирусная терапия. Ну и, конечно же, патогенетическое и симптоматическое лечение тоже назначается. Ну, если вот на этой диаграмме посмотреть, профилактика гриппа, насколько она растет число привитых, вот красная линия мы видим, да, и насколько заболеваемость гриппом падает. Это вот данные с 1996 года по 2015 год. Ну, наши показатели вакцинации за 2019 год тоже очень хорошие. И скажем, что осенью не было подъема такого именно подъема гриппа, да, вируса гриппа.
Ну и сейчас актуально у нас очень новый вирус, новый коронавирус, который прямо уже второй месяц об этом говорят, сколько человек умерло, сколько заболело, да, в Китайской Народной Республике. Ну, здесь, значит, посмотрите, коронавирус, подчеркну, в рамку красную взято, это подавляет выработку систем интерферона первого типа. Ну, клинические симптомы те же самые, что при ОРВИ, скажем, да, даже как грипп, это утомляемость, миалгии, могут быть и абдоминальный синдром, но в большинстве случаев это лихорадка и интоксикация, и очень быстрое развитие бронхитов и пневмоний. Значит, уже есть временные рекомендации. Это профилактика и диагностика лечения новой коронавирусной инфекции. Вы все уже получили это, да? И здесь применение интерферон-замещающей терапии следует в первые сутки, где именно снижена выработка интерферона-1, то есть или первого типа. Назначением Когацела это противовирусный препарат с интерферон-индуцирующей активностью. Именно нормализация уровня интерферона 1-2 типа вне зависимости от вида вируса, вызвавшего заболевание. То есть он показан для лечения той же коронавирусной инфекции. Ну и важным критерием эффективности терапии гриппа является влияние противовирусного препарата на риск развития тяжелых осложнений. Это именно осложнение нас пугает инфекции, заболевания нижних дыхательных путей, да, это пневмонии. И при оценке эффективности противогриппозных препаратов целесообразно использовать данные обсервационных фармакоэпидемиологических исследований. Также необходимо учитывать вероятность развития пневмонии у пациентов из группы риска. Также положительное влияние терапии именно с применением этиотропных противовирусных препаратов на риск развития бактериальных инфекций нижних дыхательных путей. И своевременное выполнение рекомендаций Минздрава, донесение информации в полном объеме с комментариями об уровне доказательности препаратов до практикующего врачебного звена именно для педиатров и терапевтов. Ну, у меня все, спасибо. И сейчас, может быть, у кого есть вопросы? Ну и перейдемте дальше к итогам нашего конкурса. Мы опять же возобновили конкурс «Лучший детский доктор Республики Саха-Якутия». Значит, мы, значит, по 5 номинациям объявили конкурс. И в этом конкурсе, пожалуйста, за верность профессии. Значит, все номинанты у нас сегодня получат диплом, плакетку и стетофонендоскоп от фирмы МДФ, германский, по-моему, да. Наши спонсоры мы видим на стенде. Это «Стильный доктор», который мы получили, значит, приобрели с огромной скидкой фонендоскопы. Значит, страховые компании «Капитал» и «Сахамедстрах» также. И также фирмы, которые были в сателлитном симпозиуме Nestlé Nearmedic и Bionorica. Итак, дипломом победителя конкурса «Лучший детский доктор Республики Саха-Якутия» за верность профессии вручается Васильеву Евгению Павловичу, заместителю директора педиатрического центра по хирургии.
такой же диплом, но диплом победителя конкурса в номинации «Лучший врач стационара» вручается Беленковой Елене Николаевне, районному педиатру Жиганской ЦРБ. Елена Николаевна у нас в единственном числе в Жиганской ЦРБ. Диплом победителя конкурса «Лучший детский доктор Республики Саха-Якутия» в номинации «Лучший врач-специалист» вручается Васильевой Евдокии Васильевне, врачу лечебной физкультуры детской городской больницы. Диплом победителя конкурса «Лучший детский доктор Республики Саха-Якутия», номинация «Лучший участковый педиатр». Награждается Васильева Нургустана Юрьевна, участковый врач-педиатр медицинского центра города Якутска. Диплом победителя конкурса «Лучший детский доктор Республики Саха-Якутия», номинация «Лучший организатор педиатрической службы», награждается Уарова Александра Владимировна, главный специалист по детству Управления здравоохранения города Якутска. Спасибо. Итак, мы закончили сегодня наше итоговое совещание. Пожалуйста, включите гимн наш педиатрический. Это тоже по уставу полагается у нас. Также всех наших награжденных, наших районных педиатров, членов Союза педиатров правления приглашаем сегодня на чаепитие в Театр эстрады по адресу Ленина, 47. И главные внештатные специалисты. Так, можно музыку включить? И еще общее фотографирование будет.
Спасибо. Давайте фотографироваться сейчас. Где наш фотограф? Ушел уже. Как нам лучше будет? Как нам лучше будет сфотографироваться? Мужчины, помогите мне переднее сиденье убрать в сторону. И кто-то наверху будет, кто-то перед столом. Угу.